Владимир, скажите, пожалуйста, насколько мы правильно поняли, вы теперь будете на постоянной основе работать? Нет, я буду работать на неосвобожденной основе, как работал еще и предыдущий созыв. Это ваша принципиальная позиция или это такой новый закон? Это позиция нашей фракции. А назовите тогда уже какие-то параметры бюджета. Вы уже начали его рассматривать? Да, мы уже начали рассматривать. Вчера рассматривали программу развития экономики. Резонный вопрос, а какие задачи стоят, да, перед этим бюджетом. Но если мы вспомним позапрошлую субботу, когда вступал в должность временно исполняющий главы, он поставил уже задачу. Это главная задача — сокращение дефицита бюджета. И не только в дальнесрочной, а в среднесрочной перспективе. Что такое сокращение дефицита? Это увеличение доходной части и, естественно, сокращение расходной части. По доходной, конечно, надо делать ревизию налогов. И там, где мы давали льготы, наверное, можно уже, отменить их в сегодняшних условиях. И, соответственно, большая работа с федеральным центром, чтобы больше доходов было из федерального бюджета к нам сюда. Но по расходам все понятно. Надо ужиматься в расходах, чтобы сократить дефицит бюджета. А правительство, например, видит какие-то резервы сокращения дефицита? Да, конечно. Они уже внесли в правительство, Минфин правительство внес проект бюджета. Сейчас правительство тоже рассматривает. До 1 ноября будет проект бюджета уже внесен в Государственный совет, и мы уже конкретно все посмотрим. Но программы мы уже смотреть начали. В том числе задача по каждой программе смотреть и сокращение расходной части. Скажите, а дефицит бюджета за счет чего будет покрываться? То есть это будут ли опять какие-то займы, долговые обязательства от Республики Коми? Я что сказал, сокращение дефицита — это увеличение доходной и уменьшение расходной части. Да. Покрытие, остаток, конечно, будет покрываться за счет привлечения или облигаций, как это сегодня делается, или кредитов. Лучше всего, конечно, это федеральный кредит. То есть кредит из федерального бюджета, который идет по ставке 0,1% годовых. Практически да.